Здравствуйте, уважаемые друзья! Как вы помните, в предыдущей лекции мы говорили с вами о диалектах осетинского языка и говорили о различиях между иронским и дигорским диалектом, обосновывали, почему именно два диалекта в осетинском языке, а не больше. Однако разнообразие форм осетинского языка не ограничивается только диалектами. Дело в том, что внутри этих диалектов различаются еще и отдельные говоры. Говор – это такая форма существования языка, которая характеризуется единством всех уровней языковой системы в речи определенной группы носителей данного языка. Еще раз повторю, как мы уже установили, в осетинском языке есть два диалекта – иронский и дигорский. Но и речь носителей этих диалектов неоднородна. И на разных территориях бытования этих диалектов имеет свои отличия. В первую очередь, я это подчеркиваю, фонетические. Говоры потому и называются говорами, потому что они отличаются, выделяются особенностями произношения. То есть говоры одного и того же диалекта мало отличаются друг от друга в том, что касается морфологии, грамматики в целом, даже лексики, но принципиальное отличие одного говора от другого является в разности произношения. Рассмотрим сначала говоры иронского диалекта. При классификации иронских говоров обычно используется территориальный принцип распределения на североиронские и югоиронские. При этом следует отметить, что количество и местоположение иронских говоров радикально изменилось в течение XX века. И ситуация, описанная учеными еще 50-80 лет назад, радикально отличается от сегодняшней. Так, в свое время Дмитрий Бекоев в иронском диалекте различал 4 североиронских говора – алагирский, уаллакомский, куртатинский и двальский, туальский. А на территории Южной Осетии 3 говора – двальский, как он называл на самом деле кудара-джавский, ксанский и рокский. Выделял он также еще и гудистский и ванельский подговоры или переходные говоры. По фонетическому дифференциальному различающему признаку, то есть по произношению переднеязычных «с» и «ж», говоры иронского диалекта Бекоев объединял в 3 наречия – цокающее, дзокающее, то есть цаман, дзуран. К ним он относил алагирский, рокский, ксанский говоры. Второе наречие – сокающее, зокающее, саман, зуран. Это куртатинский и северный туальский говоры. И, наконец, третье – шокающее, жокающее, шаман, журан. Это южный двальский говор, а также уаллакомский, дигоро-иронский смешанный, ванельский переходный и гудистский переходный. Надо отметить, что вот эта третья форма или третье наречие имеет еще и более древнюю, архаичную форму или вид, который можно назвать условно чокающий-джокающим, тогда, когда произносят чаман и джуран. Николай Константинович Багаев установил в осетинском языке только 2 наречия – цокающее и шокающее, но при этом отметил наличие промежуточного туальского говора. Сокающий тип, как ни странно, он вообще не выделяет, хотя совершенно очевидно, что саман и зуран является одним из наиболее распространенных типов осетинской иронской речи. Магомед Измайлович Исаев определял в иронском диалекте, собственно, иронский, туальский, джавский и ксанский говоры. Четкая дислокация североиронских говоров в настоящее время затруднена. Носители алагирского говора частично сохраняют свое произношение только в горной части Северной Осетии, а именно в селениях Верхний Цей, Нузал, Верхний Изгит и другие, в то время как в прежнем равнинном его ареале расселилось значительное число носителей других говоров иронского диалекта. На равнине между носителями алагирского и куртатинского говоров провести территориальные границы уже просто невозможно. В Северной Осетии существовали 2 разновидности двальских, туальских говоров –
сокающий и шокающий. Сокающий был распространен в Нарском ущелье, в селениях Нар, Регах, Слаз, Синдзисар, Типсли, Уарче, Гуркумта, Сахсат и Фалакком. И в Мамисонском ущелье, в селениях Нижний Зарамак, Верхний Зарамак, Лисри. В других селах Мамисонского ущелья Тип, Типцна, Боцита, Уанта, Велта, Тли, Канат, Калак, Сгил, Камсхо бытовал шокающий двальский, туальский вариант. В Южной Осетии прежде всего следует выделить кударо-джавский говор. На кударо-джавском, именуемом в некоторых классификациях южно-двальским говором, говорит больше половины населения Южной Осетии в Джавском, Кударском, Ортевском, Цунарском, Карнизском, Оконском ущельях и в селах, расположенных вокруг города Цхинвал. Характерным признаком джавского говора является шоканье или чоканье, то есть произношение вместо свистящих африкат «с» и «ж», то есть, например, «саман» и «зуран», шипящих африкат «ш» и «ж», «шаман», «журан», или шипящих спирантов «ч», «дж», «чаман», «джуран». При этом чоканье, как я уже отмечал, исторически является более архаичной, стародвальской по терминологии Георгия Ахвледяни формой, чем шоканье, что подтверждается текстами Иоанна Елгузидзе и наблюдениями барона Розена в его грамматическом очерке «Über die ossetische Sprache». Следует отметить, что чокающие и шокающие варианты кударо-джавского говора продолжают сосуществовать и в настоящее время. Еще одна разновидность юго-иронской речи – это ксанский цокающий говор. Ксанский говор бытует в бассейнах рек Малая Ляхва, Медзуда, Лехура и Ксан. Носители ксанского говора, по мнению Абаева, являются выселенцами из различных высокогорных районов Северной и Южной Осетии, поселившихся в Ксанском ущелье в течение последних 2 веков. Кстати, вот название самого говора, ксанский говор, а по-осетински чишайнаг, связано как раз с названием реки Ксанка. Просто после перехода «к» перед «и» в «ч» во всех позициях, во всех словах, видимо, носители осетинского языка вставляли в свою речь звук, какой-то гласный звук между «к» и «с». Скорее всего, звучало «ксанский», «ксанский». Соответственно, «к» в этой позиции тоже перешло в «ч» и стало звучать не «ксайнак», а «чешайнак». Следует отметить, что Георгий Сардионович Ахвледяни относит переселение ксанцев к более раннему периоду, как и Бекоев, который считает, что языковые факты и исторические сведения дают основание полагать, что предки современных ксанцев в основном являются одним из миграционных потоков аланского, иронского племени. Время расселения ксанцев в Южной Осетии он датирует XIII веком. Следующий вид речи в Южной Осетии – это рокский или рукский, цокающий говор. Он распространен в Дзомакском, Рокском и Урстуальском ущельях Южной Осетии. Большинство его характеристик совпадают с признаками цокающей речи иронцев Горной Осетии. Гудистский переходный говор. На нем говорят в селении Кабултикау в ущелье Гудиси, и он является промежуточным между рокским цокающим и ксанским говорами, но ближе к последнему. В целом особенности гудистского переходного говора совпадают с отличительными характеристиками ксанского говора. Наконец, ванельские переходные говоры. Они бытуют в селениях Уанел, Верхний Кусчета, Нижний Кусчета, Северный Ципран, Южный Ципран, Тли, Бацгат, Лици, Сарит, Урзуар, Багята, Тагарджин и Уисто. И занимают срединное положение между рокским цокающим и двальским шокающим говорами. Это то, что касается различения говоров на основе их фонологических, то есть произносительных особенностей. Однако существует незначительное расхождение между иронскими говорами и на уровне морфологии.
Расхождения в морфологии иронских говоров незначительны и наблюдаются в основном при сопоставлении североиронских и южноиронских говоров. В частности, Василий Иванович Абаев отметил в кудараджавском шокающем говоре форму третьего лица единственного числа будущего времени, а также формы третьего лица единственного числа настоящего и прошедшего условного наклонения и третьего лица единственного числа повелительного наклонения, которые заканчиваются на «т», в отличие от общеиронского окончания «д». Бекоев отмечает аналогичное отклонение от североиронских говоров в системе спряжения иксанского цокающего говора. Помимо этого выделяются отклонения двальского сокающего и иксанского цокающего говоров от общеиронской нормы, которая заключается в выпадении в первом и втором лицах единственного числа будущего времени из явительного наклонения сочетания «н» и суффикса будущего времени «зн». То есть говорят «кушсан» – «я буду работать», «кушсан» вместо «аж кушзенан» – «я буду работать». Есть и синтаксические расхождения, небольшие, в иронских говорах. В частности, Бекоев отмечает следующее отклонение в синтаксисе двальского шокающего и иксанского цокающего говоров от общеиронской нормы. Во-первых, это употребление отрицательной частицы при наличии отрицательных местоимений и наречий перед глаголом сказуемым. То есть, например, «амбрде шимахай никай нафеттон». На собрании я никого из вас не видел. Как известно, в общеиронской норме двойного отрицания нет. Можно говорить и о наличии определенных лексических расхождений в иронских говорах. Основные расхождения в лексическом составе иронских говоров обнаруживаются при сопоставлении иронских наречий Северной и Южной Осетии. Выделяются, во-первых, слова, употребительные только в североиронских говорах. Бекоев установил около 300 таких слов иронского диалекта, которые существуют в иронских говорах Северной Осетии и отсутствуют в говорах Юга. К ним, в частности, относятся заимствования из арабского, например, аманат – вещь, отданная на хранение, матал – скорбь, печаль, грусть. Некоторые кавказские слова, заимствованные, возможно, из адыгских – лаз, вина, куата, передник, и тюркских, возможно, заимствованные из карачаево-балкарского, то есть махшима, квас, хан, воспитанник. Вторую группу составляют слова, имеющие разные глагольные приставки, например, ар, ба, эс в северо- и южноиронских говорах. Например, ралгитен и балгитен – проклясть, бадомен, ардомен – потребовать. Существуют также слова, расходящиеся по сфере употребления. Так, североиронское «кашен» и южно-осетинское «фаршен» – «читать». Существуют слова, различающиеся по семантике. Так, североиронское «сахтон» означает «рассол», а южноиронское «сахтон» – это пища, похлебка из фасоли. Североиронское «фадек» означает «штанина», а южноиронское «фадек» – участок земли. Очевидно, что самые существенные различия в лексике североиронских и южноиронских говоров связаны с наличием в них значительных пластов сепаратных, то есть отдельных друг от друга заимствований из разных контактных языков. В первую очередь в североиронские говоры это масса заимствований из русского языка, а в южноиронские из грузинского. В настоящее время территориальные границы иронских говоров, как я уже отметил, уже далеки от ситуации, обрисованной несколько десятилетий назад. В результате реализации собственных языковых процессов в различных говорах и вследствие активного контактирования их носителей с разными контактными народами произошли весьма существенные изменения в фонетическом облике осетинских говоров. Сегодня можно говорить о значительном сокращении ареала цокающего типа говоров за счет расширения в основном сокающего и отчасти шокающего видов. Заметные сдвиги произошли в североиронских говорах, особенно в прилегающих к городу Владикавказу населенных пунктах. В Алагирском ущелье уже вместо цокающей осетинской речи привычнее слышать соканье.
На юге тот же джавский говор, еще в XIX веке входивший в группу чокающих, переместился к шокающим. Определенную активизацию тенденции к преобладанию сокающего типа астинской речи, на наш взгляд, придали два основных фактора. Влияние русского языка, отличающегося значительным частотным преобладанием в использовании фонем «с» в сравнении с «ц», и распространение сокающей узусной нормы посредством радио и телевидения. Перейдем теперь к говорам дигорского диалекта. Основное подразделение видов дигорской речи можно провести по особенностям произношения звуков ц-ч, с-ш, дз-дж, з-ж перед е и и, которые лежат в основе двух фонетических типов дигорских наречий: чокающий, джокающий, шокающий, жокающего и цокающий, дзокающий, сокающий, зокающего. Сравните биттеу, битчеу, мальчик, диппа, джиппа, карман, ахсер, ахщер, молоко, зен, жен, трудный, трудно. Магомед Измайлович Исаев различает в дигорском диалекте три основных говора: горно-дигорский, моздокский и так называемый дигоринский, то есть говор города Дигора. Аза Цагаева произвела описание двух говоров: стурдигорского и озрекского. То есть она выделяет еще и озрекский говор. Стурдигорским говором Цагаева условно называет наречие жителей селений Дзинага, Гулар, Наваккау, Ахсау, Стурдигора, Кусу, Одола, Моска, расположенных в Дигорском ущелье Северной Осетии на границе с Грузией. Озрекский говор бытует в селении Озрек, Кабардино-Балкарии, с осетинским населением, около 250 дворов, находящимся в 45 километрах к востоку от Нальчика и граничащим с селением Ставдорт Северной Осетии, а также этот говор используется в селениях Урух, Старый Урух, Второй Лискен, Ерока и в хуторе Лесгор, где осетины проживают совместно с численно преобладающим кабардинским населением. Наконец мы дошли до самого своеобразного из наречий осетинского языка, которому то давали статус самостоятельного диалекта, то относили к иронскому диалекту или считали говором дигорского. Речь идет об уаллаккомской речи. Уаллаккомом называется район, расположенный в верховье реки Сонгутидон, одного из притоков реки Иров в Дигорском ущелье Северной Осетии. В период последнего описания местного наречия, то есть в середине 20 века, Уаллакком включал 4 населенных пункта: Думта, тогда там было 42 двора, Галят, 37 дворов, Камунта, 13 дворов, и Хусар. Там тогда проживала одна семья. Всего около 90 дворов с населением около 500 человек. Села расположены на расстоянии 1-2 километров друг от друга и граничат с Алагирским ущельем, с иронским населением, откуда, как считают уаллаккомцы, и переселились их предки. Исходя из степени дигорского влияния на язык жителей этих сел и по их удаленности от Алагирского ущелья, Магомед Исаев считает, что первыми были основаны села Хусар и Думта, а затем Камунта и позже всех Галят. Уаллаккомское наречие правильнее всего считать смешанным иронско-дигорским говором, поскольку он сочетает в себе на всех уровнях своей структуры особенности обоих диалектов, смешивая их в своеобразную систему. Лексика уаллаккомского говора в целом совпадает с лексикой алагирского говора. Отличия от иронского обусловлены дигорским влиянием. Во-первых, слова иронского диалекта могли отразить влияние фонетики дигорского диалекта. Например, уаллаккомское «тирах» от дигорского «чирах» вместо иронского «сырах» – «лампа», «гау» из дигорского «гау» вместо иронского «кау» и так далее. В уаллаккомском обнаруживается и отдельный от иронского заимствование из дигорского. Во-первых, это полностью сохранивший дигорский звуковой облик слова. Например, уаллаккомское «амантан» – это из дигорского «амантан» вместо иронского «аранг» – «корыто». «Уас» из дигорского «уас» вместо иронского «род» – «теленок». «Дарка» –
дарк или дарка из дегорского дарка, вместо иронского шанек, козленок. Еще одна группа – это дегорские слова, претерпевшие определенные изменения под влиянием иронской основы уаллаккомского говора. Так к ним относятся уаллаккомская чела из дегорского кела вместо иронского бандон. То есть, обратите внимание, утеряна, собственно, иронская бандон, но дегорская кела получила некоторую, ну скажем, ощутила некоторое влияние иронского, и произошел переход к перед е в ч. Кела стала чела. Аналогично можно привести пример и когда дегорская кибела уаллаккомцами усвоилась вместо собственного иронского бедра, ведро, но приняла форму чебела. Еще один пример из этой же серии, это когда дегорская минкей замещает в уаллаккомском иронское гцл маленький, но не в форме минкий, а опять же с определенным влиянием, собственно, иронской фонетики и становится минчей. Таким образом, очевидно, что уаллаккомское наречие сформировалось на иронской основе, но под сильным влиянием дегорского диалекта. Такова общая картина говоров иронского и дегорского диалекта осетинского языка, которая продолжает стремительно меняться и требует постоянного мониторинга и описания. Говоря о разновидностях осетинского языка, мы до сих пор описывали территориальные формы его существования. В то же время следует отметить, что осетинский язык имел еще недавно и определенные социальные формы, так называемые социолекты или социальные диалекты. Этим термином называются формы языка, присущие какой-то отдельной социальной группе, не территориальной, а социальной группе носителей данного языка. В частности, речь идет о так называемых охотничьем, девичьем и детском языках. Охотничий язык. У осетин охотники имели свой особый язык, который так и назывался суанонавжак. Суть его заключалась в иносказательном наименовании зверей, птиц, а также предметов, так или иначе связанных с охотой, с тем, чтобы звери или злые духи не прознали про охотничьи замыслы. Соответственно, основной принцип охотничьего языка заключался в использовании эвфемистической, иносказательной лексики вместо запрещенной, табуированной. Основной охотничий лексический фонд относится к наименованиям зверей, птиц и названий оружия. Так оленя называли пхшилшар с махровой головой, шарджен головастый, щион рогач, шенджен крупастый и так далее. Белку пищихор, поедающий смолу, лису гамби, хайрак, черт, хинайзак, хитрый, шаягой, плут, волка дархдем, длиннохвостый, анамонт несчастный, цах карсчен в серой шубе, тугзах с окровавленной пастью, задыка ненасытный, фэтбылыш несчастье, фэтгубен обжора. Иносказательно назывались не только звери и птицы, но и оружие. Ружье, например, по-дегорски называлось ахшнерсак, то есть чихающий, щердиках, нога зверя, хаталген со стволом и так далее. Порох, хаталехуаллак, пища трубы и так далее. Девичий язык. Девичьим языком называлась особая форма осетинской речи, выдававшая в женской молодежной среде и выступавшая в качестве средства закодированной формы общения. Принцип его заключался в том, что в обычное осетинское слово вставлялся по определенным правилам лишенный лексического значения слог «эд» или «ад» или «фа» или какой-то другой. При этом количество вставок было равно количеству слогов в слове. То есть «гал» – «бык» в девичьем языке произносился «гдал», «рузенг» – «окно», «редуздынг»,
Таким образом, девушки могли общаться на осетинском языке, но в такой кодированной форме, обеспечивая таким образом секретность своей коммуникации. Наконец, детский язык. Детским языком называется упрощенный язык, который используется в общении родителей и других взрослых с детьми. Детский язык является исторически сложившимся, устойчивым и общим в своей основе для всех носителей данного языка и диалекта. Лексика детской речи составляет замкнутую группу слов, которые по фонетическим, морфологическим признакам стоят особняком и не отражают основных закономерностей развития словаря данного языка. Магомед Измайлович Исаев описал детский язык применительно к дегорскому диалекту. Он включает около 7 десятков слов, 2/3 из которых имеют именное значение, а 1/3 глагольное. Детская лексика диалекта может быть подразделена на 4 группы. Первая – это слова, имеющие соответствие в лексике взрослых, но упрощенные в фонетическом отношении. Вторая группа – это звукоподражательные слова. Третья – это слова именования старших. Четвертая – это слова именования домашних животных. В заключение необходимо отметить, что такие социальные диалекты, как охотничий и девичий языки, уже практически вышли из употребления. А детский язык также постепенно забывается в связи с его постепенным уходом из семейной среды, где он родился и существовал. Уважаемые друзья, я хотел бы обратить ваше внимание, что у вас есть возможность подсказать, посоветовать, предложить темы последующих лекций, исходя из тех вопросов, проблем, которые вам кажутся интересными, касающиеся, естественно, истории и современного состояния осетинского языка, которые я с большим удовольствием осветил бы в предстоящих лекциях. Ваши пожелания и вопросы вы можете направлять на мой электронный адрес kambolov@mail.ru. Спасибо.